Прозрение иногда доходит и до Таджикистана. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как компании, обеспечивающие электроэнергию, повеселили всех таджиков. И чего стоит ожидать в ближайшее время. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Потребители электроэнергии в Таджикистане теперь предварительно будут уведомлены о плановом приостановлении подачи электричества, сообщает компания «Распределительные электрические сети». В сообщении не уточняется, каким именно способом потребители будут получать оповещение. Практика оповещения есть в столице республики у водоканала. При отключении воды тем или иным микрорайонам города информация заранее появляется на сайтах, страницах в соцсетях, ведомства и столичной мэрии. Периодически, чаще всего в 2019 году, душанбинские электросети тоже сообщали об отключении света в Душанбе на своем сайте, но потом эта практика прекратилась. Каким образом теперь будут получать оповещения потребители, пока непонятно. Отметим, что после сдачи в эксплуатацию новой теплоэлектроцентрали в Душанбе и запуска первых гидроагрегатов Рагунской ГЭС казалось, что понятие «лимит на электроэнергию» останется в прошлом. Однако сельские жители с наступлением осени жалуются на частые и длительные отключения света. В собственной квартире в бушлате. В нем и ходишь, в нем и спишь. Вот сделал отверстие в окне, вывел дымоход, разжечь печь, чтобы дети погрелись. Семья Гаибовых живет в многоквартирном доме в райцентре ВОСЭ. Там, как и во всех районах, отключают электричество. Свет дают утром 2 часа и вечером 2-3. Греется семья от буржуйки. На ней же готовят еду. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, в этом году будет у нас энерголимит? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. 7 часов утра, как встаем, света нет. Газа у нас тоже нет. А если покупать, то очень дорого. Не знаем, деньги тратить на отопление или на другие бытовые нужды. Нашей пенсии ни на что не хватает. В Барке Тачик обычно эти отключения объясняют проведением ремонтно-профилактических работ на ГЭС, ЛЭП и подстанциях, чтобы зимой не возникали проблемы. Введение каких-либо ограничений в энергохолдинге отрицали, отмечая, что ресурсов достаточно, нужно только привести в полный порядок инфраструктуру. ОАО «Распределительные электрические сети» наряду с ОАО «Передающие электрические сети» было создано на базе таджикского энергохолдинга Барки Тачик. Эти две компании в настоящее время ведут самостоятельную, независимую от Барки Тачик работу. ОАО «Распределительные электрические сети» предпринимает действительные меры для улучшения уровня обслуживания потребителей электроэнергии, содержания в хорошем техническом состоянии электроэнергетических сооружений, сокращение потерь электроэнергии, сбора средств за потребленную электроэнергию и недопущение на этой основе увеличения текущих задолженностей. А как вы относитесь к работе этих компаний? Есть ли у вас какие-то пожелания или, возможно, интересные истории, которые стоит услышать всем? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!